Застройщиков желает заработать на строительстве. Значит, выгодно раз 59, конечно, толкается и все хотят. Но в то же время за 53 тысячи никто не продает, потому что это невыгодно. Но мы хотим снизить стоимость для конечного потребителя, значит мы должны строить больше. Министр говорит, она перевыполняет программу. Как перевыполняет, если 30%? Во всем мире, если 30% выполнения от плана, это считается жесткое невыполнение. Людей выгоняют с работы. А у нас все министерство сидит, поменялся только министр. Не поняли, это план до 2017 года. Ну 30% это не выполнение, это жесткое невыполнение. Нет, это не выполнение, у них не освоение идет, нам же отчета не давали. У них не выполнение. Водоканал миллиард получил за 100 домов в этом году. Куда деньги дели? Из крана как жижа коричневого цвета шла, так и идет. Если сейчас уже государство начнет вмешиваться в рынок и предложит на открытом рынке жилье в пределах 50-55 рублей за квадратный метр, 1000 рублей за квадратный метр, то, соответственно, в любом случае любой участник уже потянется к этой цене. Поэтому или мы будем деньги давать покупателям и подстегивать этот спрос, постоянно его подогревать. Это вот видели вот сейчас ситуация с доктором, да? Вот это вот программы все эти пилотные, проект «Деньги молодой семьи», они вроде хорошие, полезные, да? Но они вредны по своей природе. Надо подогревать предложение. То есть нужно, допустим, сейчас 230-250 тысяч квадратов вводится, ну, в Якутске, допустим, да, если в пределах там, до 100 тысяч квадратов возьмет и государство просто расширится на эту сумму, то, в принципе, рынок, ценник упадет, потому что вынужденное. Потому что вот так точно, там, каждого предпринимателя, скажем, так не отработаешь. Рынок сам расставит свои приоритеты и выживут лучше. Ну и плюс надо быть открытым для иностранцев, в принципе, тоже. Как бы, и не надо стесняться ничего. Я считаю, что строительный бизнес это, ну, на самом деле, очень криминальный бизнес, да, то, что наркотики, там, водка, это все одинаково, абсолютно все замешано, это все комплексно, понимаете? Надо в районе остановить, да, ток населения, чтобы они сюда не ехали, районники, дать им бесплатно землю, дать им бесплатно коммуникации подвести, не просто дать пустой участок, да. И то же самое, мы говорим, у нас нету земли, да, у нас куча земли здесь вокруг, Володя сказал, абсолютно правильно, на гору, под гору, Жадаю, там, везде прибраться. А вот они должны бесплатно подвести водоканал, трубу, свет, все бесплатно, потому что мы же потом будем, наши же дети, наши же жители будут платить за это все элементарно вообще. Но из-за того, что это все коррумпированная составляющая, да, из-за этого меня прямо вот раздирает. 15 тысяч стоит за квадратный метр, какие мы говорим 53, какие 30, 15 тысяч, я 13 лет строю, я сам это знаю, все. Понимаете? Все хотят заработать, на наркотиках хотят все заработать. То есть вот идет цепочка, так это все. А страдают вот молодежь, которая вешается, которая убивает, которая распадается семьи. Это вообще комплексно, надо об этом подходить. Очень хорошая сегодня тема. Я сегодня пришел, я просто был вообще как бы заведен на эту тему, да. Мы как бы спокойно, ну, люди, которые, я вижу, грамотно очень выражались, но мы должны понимать одно. Прежде всего, естественно, государство. Мы должны понимать, деньги не выделять, там, не расширять правительство, да, там, выделять им машины, банк, все надо сокращать им. Убрать половину вообще полздания, там, которые есть, там бездельников сидят. Сделать просто элементарно. Участок даем Жадае большой, как это СССР Марке хочет, да, там, Марке же хотим построить участок. А вообще актуально, правильно? А они пусть думают, как подвести, потому что мы же будем им потом платить. Вот и все. Я как бы на самом деле подытожить хочу, да, то есть, это беда, вообще беда Якутии нашей, да. Мне говорят, зачем ты, говорю, хочешь унизить стоимость, да, когда я шел на главу. Мы же уезжаем в Питер и там в Краснодар, и в Москву, продаем здесь квартиру, и там покупаем такую же, еще и на дачу остается, еще остается на ремонт, на мебель, понимаешь? А как мы будем туда уезжать? Понимаете? Вот что творится-то у нас. Пилотный, потому что уже несколько лет реализуется, его пора, по-моему, фиксировать нормативными актами, потому что он у нас вводится, и его финансирование определяется в зависимости от настроения и взглядов определенных людей, сидящих в кабинете. То есть его ввели, первое время было 500 миллионов из республики, по городу Якутску 200, из бюджета Якутска 700 миллионов. Да? Потом цифра сократилась, потом в текущем году вообще убрали. В следующем году, с учетом того, как падает рубль, падает покупательная способность, всего 229, да и только депутаты настояли. Как бы, вот, то есть пора уже какую-то фиксированную сумму с этим пилотным проектом, минимальную бюджетно предусмотренную, выходить.